Во время пророка, алейхиссаляту вассалям, жил сподвижник по имени Абу Дуджанат. После утренней молитвы он не задерживался до прочтения дуа и сразу уходил. Однажды пророк, алейхиссаляту вассалям, спросил его: «У тебя нет нужды ко Всевышнему?» На что тот ответил: «Конечно, есть». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «Почему же ты не остаешься до прочтения дуа?» Тот ответил: «У меня есть причина, о посланник Аллаха». «И какая же эта причина?» – задал вопрос посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И Абу Дуджанат рассказал: «Мой дом стоит впритык к дому моего соседа. У него во дворе растет финиковое дерево. Оно прислонено к моему двору. Ночью сбитые ветром финики падают в мой двор. И когда мои дети просыпаются утром сильно голодными, они, находя финики во дворе, сразу же начинают их кушать. Я спешу собрать эти финики, пока мои дети не проснулись, и отдать их соседу. Как-то раз я заметил, как мой ребенок положил в рот финик. Я вытащил его пальцем у него изо рта, а ребенок начал плакать от голода. Я сказал ребенку: не позорь отца в судный день. Даже если бы твоя душа вышла, я не позволил бы, чтобы запретное проникло в тебя». Взял я этот финик вместе с остальными и отнес хозяину. Когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, услышал это, прослезились глаза пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он спросил: «Кто хозяин этого дерева?» Ему ответили, что некий лицемер, мунафик. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал его и говорит: «Продай мне твое дерево за 10 деревьев, корни которых из зеленого хризолита, стебли из красного золота, ветки из белого жемчуга, и сколько фиников на этих деревьев, столько и райских курий». Лицемер ему ответил, что он ничего не продает за обещание. «Мне нужны только деньги». В это время резко встал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Продай его за 10 деревьев в определенном месте, подобно которым не было в Медине». Тот обрадовался и сказал: «Я продал». Абу Бакр сказал: «Я купил». Затем Абу Бакр подарил это дерево Абу Дуджанату. Тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Я обещаю тебе, о Абу Бакр, замену этим деревьям». Из-за этого обрадовались Абу Бакр и Абу Дуджанат, да будет доволен ими Аллах. А тот лицемер пошел домой и сообщил жене, что он заключил сегодня очень выгодную сделку, и рассказал ей всю историю. «А дерево, которое я продал, будет по-прежнему находиться у нас во дворе. Мы сами будем кушать его плоды и не допустим, чтобы что-то досталось хозяину». На следующее утро они встали и увидели, что дерево уже растет во дворе Абу Дуджаната, как будто у этого лицемера оно никогда и не росло. Из этой истории мы извлекаем несколько уроков. Первое. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял заботу о людях. И нам тоже следует заботиться друг о друге. Второе. Как Абу Дуджанат соблюдал соседские отношения, не оставляя себе и своей семье даже одного чужого финика. Это для нас является примером, как относиться к соседям. Третье. Обратите внимание, как этот сподвижник остерегался запретного. Нам ведь тоже следует остерегаться этого. Четвертое. Еще мы видим, как Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, поспешил совершить благое и богоугодное дело. И мы с вами, дорогие братья и сестры, не должны упускать такие шансы. Быть может, подобного шанса больше и не будет.